Женщина скончалась от коронавируса в больнице Якутска. Последние сутки она находилась на искусственной вентиляции легких. Дополнительные выплаты. 2000 медиков республики получили надбавки. Детеныши азиатского слона. Животные впервые предстали перед посетителями пражского зоопарка. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Женщина 67 лет скончалась от коронавируса в инфекционной больнице столицы республики, сообщает региональный оперштаб. Пациентка поступила в больницу 8 мая в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. 12 мая у нее диагностировали коронавирус. Последние сутки женщина находилась на искусственной вентиляции легких. Больше десятка человек выписали из пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы. Все они перенесли COVID-19. Среди выписанных и самая возрастная якутянка, сумевшая победить болезнь. Сергей Михедов с подробностями. Лидия Ивановна Зайцева поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии 2 мая. Коронавирус успел постараться и поразил более половины площади легких. 2 недели интенсивного лечения, в основном противовирусными препаратами и антибиотиками. К счастью, пожилой организм, а Лидии Ивановне 85 лет, откликнулся на лечение. Сегодня самого возрастного пациента, перенесшего COVID-19 в Якутии, успешно выписали. Слабость. Так вот и лежала в больнице. Лечили меня лекарствами, всяко разно. Да вроде стало получше. Лидия Ивановна оказалась первой заболевшей в пансионате «Доверие». В учреждении для престарелых обнаружили коронавирус. В считанные дни опасная инфекция распространилась среди постояльцев. В результате заболели 12 пожилых людей, а также 4 работника. 10 постояльцев помещены под наблюдение в обсерватор. По словам директора пансионата, откуда появилась инфекция в стенах учреждения, неизвестно. Накануне суд вынес решение – штраф 150 тысяч рублей. Сегодня мы по требованиям Роспотребнадзора устраняем все недостатки. 2 раза уже произвели дезинфекцию всех помещений. И соблюдаем все требования, указания нашего руководства, Министерства труда и Роспотребнадзора. В отделении пульмонологии ЯРКБ на сегодня лежат более 100 человек с COVID-19. Из них около 20 в тяжелом, а 5 человек в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. В настоящее время врачи борются за их жизни. В основном это пожилые пациенты. И самое сложное в их лечении – это наличие сопутствующих заболеваний. Вот у нашей пациентки сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, постинфарктный кардиосклероз. Постинсультное у нее состояние было. Поэтому таких больных лечить, конечно, очень трудно. Но, слава богу, на лечение наше она ответила. Также тяжело перенес коронавирус и сегодня отправился домой Сергей Безродный. Он проживает на даче, с окружающими почти не контактирует. И откуда у него взялся COVID-19, понятия не имеет. Сначала почувствовал температуру, затем стало гораздо хуже. Скорую когда вызвали и когда привезли меня сюда, вот это здание, сделали КТ, и КТ показало, что у меня заболеваемость. Мне сразу это положили. Я очень себя плохо чувствовал, очень плохо. Я на грани был жизни и смерти, можно сказать так. Вот, и очень тяжелый был. Я сейчас себя очень плохо чувствую. Но спасибо врачам, что меня вытащили с того света. Вот, я что хочу сказать. Всех хочу предупредить, всех граждане Якутска. Смотрите за собой, контролируйте. Смотрите все за это. Не прячьтесь, ни за угол, ни за что. Увидели, сказали, посмотри, сходи, обратись к врачам. Низкий поклон врачам, которые мне помогли мне. Я самый тяжелый был. Сегодня выписали 13 человек, а новых случаев заболевания подтвердилось сразу 60. По-настоящему летняя погода начала радовать жителей столицы.
Трижды подумайте перед тем, как выходить на прогулку и контактировать с окружающими, особенно если у вас есть хронические заболевания. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск. 29 пациентов выздоровели от коронавируса в республике. 3 детей и 13 взрослых выписали из больниц в Якутске. 9 пациентов выписали в Сунтарах, 2 в Алдане, по 1 в Вилюйске и Ленске. Всего в Якутии полностью излечились от коронавируса 260 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с заявлением по вопросу реализации выплат медработникам и водителям экипажей скорой помощи, работающим с больными COVID-19. Мурашко уточнил, что основанием для назначения выплат за апрель, май и июнь служит сам факт такой работы, без привязки ко времени. Кроме того, согласно поручению президента, выплаты будут полагаться и водителям автомобилей скорой помощи, работающим на аутсорсинге. Это связано с тем, что в ряде регионов выплаты рассчитывались исходя из времени, часов, минут, непосредственно проведенного с пациентами. Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы. По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи, сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге, то есть компаний, привлеченных в медицинские организации. Выплаты предусмотрены для персонала на 3 месяца, с апреля по май. Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Это своего рода компенсация за риск. Именно такое поручение дал президент. Врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат на едином портале госуслуг. Предусмотреть раздел для обращения медиков поручил председатель правительства России Михаил Мишустин. Необходимо контролировать каждый конкретный случай, и средства в положенном объеме должны дойти до каждого человека, кто работает с больными, зараженными коронавирусом и людьми из группы риска, отметил Мишустин. Более 2000 человек, медиков республики, которые борются с коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты. Напомню, что в марте-апреле на эти цели из федерального бюджета было выделено 102 миллиона рублей и 50 миллионов из республиканского бюджета. Из федеральных средств предусмотрены выплаты врачам 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу 50 и младшему 30. Выплаты из республиканского бюджета врачам 66, среднему медперсоналу 40 и младшему 20. Расчет производится исходя из объема выполненных работ. Весь персонал нашей больницы, детской инфекционной, который работает с коронавирусными больными, врачи, медсестры, санитарочки, все получили дополнительные региональные и федеральные выплаты за работу с коронавирусными больными. Конечно, очень рады, и хотелось бы поблагодарить руководство нашей страны и нашей республики за поддержку медицинских работников, работающих с коронавирусной инфекцией. Ледоход на Лене проходит по территориям поселка Сангар Кобяйского района и Батамая Кобяйского района. Уровни воды не превышены. На реке Алдан подвижки льда в населенных пунктах Черектеюсь Алданского района. Река Вилюй проходит выше населенного пункта Кысыл-Сыр Вилюйского района. На реке Колыма-Узырянки Верхнеколымского района уровень воды 624 сантиметра, при критическом 770 сантиметров. Густой ледоход. Взлетно-посадочная полоса Зырянки затоплена на 50%. Экологи взяли пробы на реках Мирного в зоне деятельности компании. Какие водоемы были исследованы, что показывают результаты и где можно с ними ознакомиться, расскажет Марфирина Алексеева. В этом году паводок на реках Ирилях и Малая Баутоби начался раньше, чем в предыдущие годы. Специалисты экологического центра «Алроса» уже с начала мая приступили к усиленному мониторингу качества воды. Отбор проб осуществляется каждую неделю. Пробы воды отбираются во всех производственных точках рек Ирилях, Малая Баутоби, а также на ручье Таборный. Здесь рассыпные месторождения алмазов, и здесь происходит добыча алмазов. За мной стоит установка КСА-1, и далее мы уже вниз по течению реки спустимся к дражным полигонам.
Помимо мониторинга качества воды, специалисты экологического центра и Мирнинского горно-обогатительного комбината проводят обследование притоков и производственных площадок, расположенных в границах водоохранной зоны. Эти регулярные исследования проводятся для обеспечения безопасности пропуска весеннего половодья, позволяют осуществлять оперативный контроль за состоянием водного объекта, а также сезонным изменением состава воды. Этот мониторинг чрезвычайно важен для осуществления тщательного контроля как для компаний, так и для республики. Лабораторные исследования будут проводиться на содержание таких веществ, как взвешенные вещества, соли, металлы, это основные вещества. Итоги лабораторных исследований дадут нам картину состояния гидрохимического состояния водных объектов в период сезонного изменения, в период весеннего половодья. Результаты лабораторных исследований будут использованы в работе экологами экологического центра и республиканских экологов. Усиленный мониторинг состава воды и водных объектов в зоне действия компании будет осуществляться каждую неделю. После прохождения весеннего паводка работа лаборатории перейдет в штатный режим. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Весенний призыв Вооруженной силы России идет по плану, несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Работа призывных комиссий в регионах скорректирована. В итоге удалось в 5 раз сократить количество вызываемых в военкоматы призывников. По словам министра, перевозки новобранцев к месту службы спланированы так, чтобы исключить их контакты с другими гражданами. Кроме того, введен строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 230 тысяч тест-системы и 2 миллиона масок. Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами, заверил министр. Военнослужащие в воинских частях помещаются на 2-недельный карантин, добавил он. Двое детенышей азиатского слона на этой неделе впервые предстали перед посетителями Пражского зоопарка, недавно открывшего свои двери после 2-месячного карантина, рассказывает Артем Сторонов. Посетители Пражского зоопарка, открывшегося на днях после 2-месячного карантина, на этой неделе могли впервые увидеть появившихся недавно на свет детенышей азиатского слона. Одна из самок, имена которым пока что не придумали, родилась 9 мая, вторая – 27 марта. Они сводные сестры, поскольку у них один и тот же отец, говорят смотрители зверинца. Пражский зоопарк, самый популярный в Чехии, посещают примерно 1,5 миллиона человек в год. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, он потерпел значительные убытки. Общественные места на свежем воздухе в Чехии начали постепенно открываться 27 апреля. По данным на субботу, в стране заразились коронавирусом свыше 8400 человек, умерли 295. Азиатские слоны проживают в Пражском зоопарке с 1933 года, практически с момента его открытия. Однако первое потомство у этих животных здесь было получено лишь в 2013-м. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.